Четко, без брызг и абсолютно синхронно. Для выполнения одного такого прыжка необходимо на тренировках выполнять тысячи попыток. Одно дело, когда ты выступаешь при своих трибунах, совсем другое, когда зрители поддерживают твоих конкурентов. Татарстанцы старались не обращать внимания на такие детали. Я не сказал, что чувствовалось, потому что мы стараемся быть все спортсмены аполитичны по этому поводу. Ну и так на соревнованиях я этого особо не замечал. Все было нормально, и бассейн, и организация хорошая. Все было отлично. Да. В парных прыжках у наших спортсменов спортивного клуба «Синтез» было преимущество. Тренируются шлейхеры Белевцев вместе и живут в одном городе. Такие совпадения случаются редко. Обычно пары занимаются отдельно, а финальные прыжки нарабатывают в течение нескольких недель на сборах. Оцениваю 2 золотые медали. Это очень серьезный результат. Но, конечно, не все получилось. Хотелось бы в индивидуале выступить получше, но видно, наверное, бензина не хватило чутка, поэтому как-то так. Но в целом, конечно, это очень серьезный успех. Мы впервые общекомандное место мы взяли и кубок, и общекомандное место. У нас 12 медалей, из них 6 золотых. Это, конечно, безусловно успех. Никита Шлейхер спортсмен особенный. За свою карьеру практически не общался с журналистами. Все внимание к воде и занятиям. Не словом, а делом доказывает свою состоятельность на мировой арене татарстанский спортсмен Никита Шлейхер. Спортсмен водного клуба «Синтез» не общается с прессой. Вот и сейчас, после 2 золотых медалей чемпионата Европы, наш татарстанский прыгун отказался прокомментировать итоги выступлений и сразу пошел на прыжковую зону. Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся. Тут нужна и база, и современные спортивные объекты, и тренерские кадры. С этим в Татарстане полный порядок. Более того, совместно с ФИНА республика разработала проект. Страны, где нет всех необходимых условий, отправляют своих спортсменов на так называемую стажировку. Здесь в Казани все на высшем уровне. Бассейн, тренеры, спортсмены. О таком можно только мечтать. Рады, что готовимся к Олимпиаде именно в вашем городе. Ближайшая перспектива всех прыгунов, независимо за какую страну они выступают, это Олимпийские игры в Токио. Правда, попасть туда не так просто. Для всех будет дополнительный отбор в феврале. Шлейхер и Белевцев в списке не только кандидатов в сборную, но и на олимпийский пьедестал. Алмаз Гафиатов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.